Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наша тема. Двойная оплата за вывоз мусора и нарушения на полигонах. Размеры тарифов на вывоз мусора в регионах различаются, прошу обратить внимание, почти в 27 раз. Прокуратура проверила, как продвигается мусорная реформа. Об этом Анна Городнова. Финишная прямая. Основные работы завершить. Часть аграриев республики настроена завершить посевную уже ко Дню Победы. Дает ли это надежду на хороший урожай? Об этом Рамиль Шайдуллин. За Великую Победу им полагается. Это вся категория антибиотиков, например. На что могут рассчитывать ветераны и какие льготы им установлены законом, расскажет Зарина Ахметова. У тех, кто помнит прошлое, есть будущее. О традициях, которые сплачивают народы Татарстана, Алия Хайрудинова. Двойная плата за вывоз мусора, нарушения на полигонах, слабое информирование населения. Генпрокуратура страны сегодня озвучила итоги масштабной проверки мусорной реформы. Совещание прошло в Екатеринбурге. В Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском округах выявили более 37 тысяч нарушений. Возбуждено 47 уголовных дел. Татарстан чаще приводили в пример, но и в нашем регионе тоже есть проблемы. Какие предложения сделал Рустам Минниханов, чтобы реформа не буксовала, расскажет Анна Городнова. Размеры тарифов на вывоз мусора в регионах различаются, прошу обратить внимание, почти в 27 раз. Нет диалога с населением, поэтому в регионах недовольство тарифами, говорят в Генпрокуратуре. Мусорная реформа стартовала еще в начале года, но многие регионы к ней не подготовились. Так в Башкирии, Нижегородской, Томской областях программ по обращению с отходами и вовсе не утвердили. Прокуроры выявили более 37 тысяч нарушений. Генпрокурор Юрий Чайка потребовал усилить надзор. Провести детальный анализ причин отсутствия в регионе инфраструктуры по переработке мусора и последующему использованию вторичных ресурсов. Оценить законность эксплуатации полигонов с высоким заполнением. Прокуратура также выявила факты взимания с населения двойной платы за вывоз мусора. Эти суммы были в расчетах за жилищные услуги. Нарушения нашли в Хакасии, Мордовии, Оренбургской, Ульяновской, Свердловской областях. В Татарстане подобных фактов не зафиксировано. Но в прошлом году у нас нарушения все же были. 2 района республики намеренно завысили тарифы на захоронение отходов, говорят прокуроры. В Атнинском, а также в Лаишевском районе были выявлены факты завышения расходов на захоронение отходов. Данные нарушения были связаны с включением необоснованных расходов на горюче-смазочные материалы, на ремонт техники, а также на канцелярские товары. Прокуратура Татарстана вынесла представление комитету по тарифам. Нарушения устранили. Как сегодня продвигается мусорная реформа в республике, рассказал Рустам Минниханов. Отобраны 2 региональных оператора. Приобрели более 3000 новых контейнеров и 73 мусоровоза. Но беспокоит собираемость платежей. Заключено 89% договоров с физлицами и всего 44 с юридическими. Это может привести к сворачиванию инвестиционных проектов и банкротству региональных операторов. Считаем возможным органам государственного и муниципального контроля привлекать лиц, уклоняющихся от заключения договоров с региональными операторами, к административной ответственности. Президент также предложил упростить доступ операторов к персональным данным собственников жилья и обратился к Совету Федерации и депутатам Госдумы. Те обещанные законодательные изменения по неначислению НДС пока не приняты. Хотя мы в тарифы, которые приняли, учли, что НДС не начисляется. Реформа в деле 4 месяца. И пока вопросов больше, чем ответов. Практику мусорной реформы прокуроры проанализируют во 2-м полугодии после аналогичного совещания по другим федеральным округам. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Екатеринбург. Во второй половине дня Рустам Минниханов отправился в районы, чтобы оценить ход весенне-полевых работ. Президент побывал в Лаишевском и Сабинском районах и отметил, дорог каждый день. Надо отрабатывать посевную по максимуму. Уже к 10 мая большинство хозяйств должно отчитаться о завершении работ. Почему эта компания стала одной из самых дорогостоящих, расскажет Рамиль Шайдуллин. До финала меньше недели. Президент Татарстана проверяет ход посевной. Хозяйства ускорились до 120 тысяч гектаров в день. Нужно успеть засеять все поля. Счет идет на сутки. Все, что необходимо, техника,
топливо, удобрения. Есть, надо сейчас эффективно отработать. Этой весной Татарстан потерял 150 тысяч гектаров озимых. Теперь все пропавшие посевы пересевают из внутренних запасов. Что-то может восполнить Минсельхоз России, но для этого нужно подтвердить убытки. Идет инвентаризация озимых полей, фотофиксации. Мы в определенной степени, конечно, рассчитываем и на определенную поддержку в части возмещения понесенных затрат хотя бы на прошлогодний посев. Посевная на финише, и хотя начинали все в разное время, сегодня районы почти сравнялись. Лидеры Заинский, Буинский, Держановский, Аксубаевский, Актанышский и Нурлатский. Позднее всех к посевной приступили в северных районах, раньше в южных. Причина объективная: снег. Где-то он сошел раньше, а где-то позже. Но сегодня в Доме правительства всем поставили точные сроки. Большинству закончить посевную к середине мая. Задача поставлена максимально в районах республики к числу 10 мая основные работы весенне-полевых работ в части посева завершить. По итогу компания этого года должна восполнить потери, но станет одной из самых дорогих. По предварительным подсчетам речь о 25 миллиардах рублей. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ. Лаишевский, Сабинский районы, Казань. ГИБДД Татарстана усилит контроль за водителями, которые тонируют свои автомобили, и изучит, почему на треть выросло число ДТП по вине водителей-новичков. В этом году с их участием произошло 90 ДТП, погибли 9 человек и 131 получили травмы. Об этом сегодня журналистам сообщил главный автоинспектор республики Ленар Габдурахманов. Он отметил, что в целом сокращается число погибших в ДТП и нарушений скоростного режима, во многом из-за развития системы фото- и видеофиксации. Поэтому принято решение продолжить работу по развитию тотального контроля за скоростью движения. Также госавтоинспекция планирует создать пешеходные переходы с надписями на татарском языке. Несмотря на снижение количества ДТП и раненых, если говорить по пешеходам, зафиксирован рост числа погибших пешеходов. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к участникам дорожного движения при переходе через проезжую часть. Я прошу это делать только в установленных местах. И обязательно, прежде чем начать переходить, обязательно убедитесь в безопасности своего маневра. Все подробности пресс-конференции в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане интернет есть почти везде, кроме малонаселенных пунктов. Охват сетью 77%. Сейчас время диктует уже новые правила создания сети 5G. Для этого в республике уже выделили 5 пилотных зон. Об этом сообщил глава Минсвязи на встрече с работниками отрасли. Ее посвятили Дню радио. Роман Шайхутдинов рассказал о главных направлениях в IT-сфере. Один из центров, который будет готовить кадры для цифровой экономики, их будет организовано 5. Татарстан активно будет принимать участие в конкурсном отборе. Есть хорошие заделы, опыт и задача сконцентрировать максимальное количество экспертов, экспертизы, хороших знаний и максимальное количество людей обучить здесь, на территории, на площадке Татарстана. Ровно 124 года назад физик Александр Попов передал первый радиосигнал. Сегодня этот день мы знаем и отмечаем как День радио. Свой профессиональный праздник наши коллеги встречают на радиоволне и готовятся ко Дню Победы. И в этот день в эфире Болгар Радио Сы будет особая программа. Какая, расскажет Юлия Муратова. Сегодня здесь особенный день, и это сразу понятно. Песни под гармонь, интервью с артистами, да и ведущий работает не в обычном режиме. Целый день звонки и поздравления с профессиональным праздником от многочисленных слушателей Болгар Радио Сы. Дорогие наши слушатели, поздравляю вас с праздником День радио. Несмотря на праздник, работа у них кипит. Сейчас ведущие радиокомпании готовят для слушателей особую торжественную атмосферу ко Дню Победы. Артисты, также, которые принимают в наших мероприятиях, наших передачах, в нашем эфире, вот они тоже будут поздравлять наших ветеранов, наших слушателей с Днем Великой Победы. 9 мая мы готовим специальный эфир. В этот день на радио будут звучать песни военных лет и на русском, и на татарском языках. Также будут звучать воспоминания фронтовиков, тружеников тыла. И самая важная новость для нас: в этот день мы будем сопровождать бессмертный полк в городе Казани. Будут звучать песни, музыки во время шествий. В этом году программу готовят и заслуженные артисты Татарстана. Так Ильназ Бах уже продумал для слушателей свой подарок – военную песню собственного сочинения. Я
своими словами, своей песней выражаю благодарность нашим прадедам, прабабушкам за то, что они нам подарили такое мирное небо. Трудолюбие, слаженный коллектив и креативность. Об этом сегодня говорит и гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Вместе со всеми он вспоминает первые традиции главного татарского радио. Находимся в историческом здании радио. Здесь работали очень много великих сынов и дочерей татарского народа. Национальные песни, профессионализм ведущих и позитивная подача в каждой программе. За 17 лет вещания татарстанская радиостанция стала самой популярной в республике. 9 мая эфир будет круглосуточным и традиционно на связи со слушателями. Юлия Муратова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Сигнал есть, связь налажена, репетиция началась. В эти минуты в самом центре Казани скопление военной техники, солдат и кадетов. На площади Тысячелетия начинается репетиция Парада Победы. И сейчас там работает наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, здравствуй. Т-34, войска Казанского гарнизона, тысячный хор. Каких еще сюрпризов ждать зрителям парада? Добрый вечер, Алексей. Судя по репетиции, парад обещает быть самым мощным. Сейчас я вот нахожусь на головной машине, которая поедет во время парада. Это БТР. За мной военная техника, больше 20 единиц военной техники, в том числе и танки ИС, и С-3. Вообще за ними еще поедут ретро-автомобили. Во время самого парада будут маршировать больше 2000 человек. И вот из-за репетиции сегодня пришлось перекрыть Ленинскую дамбу, плюс площадь Тысячелетия, право, лево булачную. Мне кажется, водители, конечно, расстроились, но придя сюда 9 мая и увидев то, что сегодня здесь готовят, мне кажется, они поймут, что это того, конечно, стоит. Сегодня репетиция началась примерно в 5 часов. Началась она с пролога. В нем участвует сотни детей точно, возможно, даже 1000. И вот интересно, что в этом году зрители смогут посмотреть сам парад и выступление прямо у стен Казанского Кремля, на склоне, прямо на газоне, то есть лежа, сидя, стоя, без разницы, как вам удобно. И сейчас я предлагаю послушать эмоции от репетиции самих участников парада и зрителей сегодняшней репетиции. Мы никогда не видели вживую парад по телевизору, и ребенку интересно посмотреть машины. Думаем о том, чтобы не сбить ногу, чтобы хорошо идти. Во время тренировок, естественно, это труд большой. А здесь уже все на эйфории происходит, и все. И в конце хотелось бы сказать, что парад, естественно, 9 мая в 10 часов утра, но организаторы просят всех приходить немного раньше, хотя бы в 9:30, чтобы не создавать столпотворение, прийти раньше, выбрать себе место получше и насладиться парадом. Алексей? Спасибо, Салават. Это было включение с площади Тысячелетия, где 9 мая состоится Парад Победы. А мы продолжим. Сегодня в Казани из Москвы доставили частицу вечного огня. Факел, зажженный на могиле неизвестного солдата в Александровском саду столицы, в торжественной обстановке передал начальник поезда юноармейцам Казани. Завтра он зажжется на обновленной аллее памяти в Юдино. Здесь восстановили мемориал участникам Великой Отечественной войны, каменную арку и памятник неизвестному солдату. Завтра при открытии мы от этой лампады зажгем вечный огонь на мемориале в честь тех, кто защищал нашу Родину, тех, кто давал победу в тылу, тех, кто отдал свою жизнь во имя той победы, которую мы будем праздновать 9 мая. На всех языках мира звучат сегодня стихи о войне и о победе. Представители Ассамблеи народов Татарстана почтили память павших за мирное небо. Многонациональная молодежь с Фаридом Мухаммедшиным возложили цветы к памятнику неизвестному солдату. О празднике, что с сединой на висках, и о победе, что одна на весь мир. Алия Хайрудинова. Расцветали яблони грусти. Оранс Эммануэль из Нигерии, Катюшу, что вселяла надежду в души солдат, пока не со сцены, но от души. Его дед погиб во Второй мировой. Великую победу приближали всем миром на всех континентах. Они были героями для нас, так что надо их уважать. Варварство Мусы Джалиля на любом языке до мурашек. Прадед Раили Султановой остался на поле боя в 42-м. Наши деды, они лежали в одном окопе, ели один хлеб и боролись вместе. Их одежда, традиции разные, только победа была одна на всех, и за ценой не стоял никто. Дружба как стекло, разобьешь, не сложишь. Неважно ты какой нации и какой
всегда надо быть дружбой. Для Ассамблеи народов республики возложение цветов – традиция. Это не просто дань памяти, это воспитание. Это воспитание у нового поколения уважительного отношения к нашей истории, к людям, которые отдали жизнь за свободу и независимость. Это воспитание патриотизма. 4 года в одном окопе, деля один кусок хлеба, приближая одну победу. Поэтому и поздравления на языках мира. Happy Victory Day to Russia. Büyük Jingu Beyremi bilen. Еңіс байрамыңыз құтлы болсын. С Днем Великой Победы! Алия Хайрудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. За Великую Победу им полагается. Это вся категория антибиотиков, например. На что могут рассчитывать ветераны и какие льготы им установлены законом, расскажет Зарина Ахметова. Роль журналистов в Великой Отечественной войне. Слово иногда страшнее пистолета, и слово иногда сильнее автомата. Сегодня члены Союза журналистов почтили память коллег на татарском кладбище. На субботнике побывал и Рамиль Галиулян. К другим темам. Конкурс на разработку логотипа для полилингвального комплекса «Адемнар. Путь к знаниям и согласию» продолжается. Сегодня с работами ознакомился государственный советник республики Митимир Шаймиев. Он провел совещание. Здесь обсудили задачи по проектированию, строительству и финансированию новых образовательных комплексов. Здесь же госсоветник зачитал письмо директора ЮНЕСКО Одри Азуле, в котором она выражает поддержку этому проекту. Я разделяю ваше убеждение в необходимости уделять особое внимание сохранению языков местных народов и развитию многоязычных учебных заведений, где молодое поколение будет учиться уважать другие культуры. И возвращаясь к главной теме этих дней, песни военных лет, солдатская каша, воспоминания о войне и много добрых слов. Сегодня «Газпром Трансгаз Казань» поздравил ветеранов с предстоящим Днем Победы. Сегодня война в памяти и на рисунках. Валентина Гордеева, житель блокадного Ленинграда. Была маленькая, многое рассказала ей мама. Но в память тогда 5-летнего ребенка врезалась, как из дома выносили умерших родственников. Моя тетя, надо сказать, ее сынок 14-летний и 18-летний мамин брат 18 лет с голоду умерли. Касим Салимгареев, участник войны. Он был связистом, несколько раз был ранен. Все подвиги его медалями сверкают на груди. Улыбчивый и добрый. Говорит, что для него такой праздник не просто встреча с друзьями. Это доказательство. А тех, кто принес победу, помнят. Я тут уже много лет участвую в этом. Очень внимательные люди. Очень внимательно организовано. И значит, нам нужна одна победа. Сегодня в «Газпром Трансгаз Казань» 97 ветеранов. Из них 7 непосредственные участники войны. Живут ветераны в разных районах республики. Каждому оказывается помощь и поддержка. Как материальная, так и моральная. Всех нас с большим праздником Победы. Пожелать всем доброго здоровья, благополучия. Коллективу новых трудовых успехов, чтобы мы могли праздновать этот праздник. И долгих лет счастливой жизни. Песни военных лет, выставка рисунков и солдатская каша для всех гостей. Торжество началось на территории Казань-Гургаз и продолжилось на территории сада имени Кирова. Здесь уже к празднику Победы «Газпром Трансгаз Казань» присоединились ветераны Приволжского и Вахитовского районов. Альбина Слугараева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. 15 тысяч георгиевских ленточек планируют раздать до 9 мая в Казани. Их раздают волонтеры на нескольких площадях. Например, сегодня в Парке Победы. Ребята учат, как правильно ее завязывать. Напомним, акция стартовала еще 25 апреля. Когда молодежь помнит и чтит подвиг работников тыла и людей, которые непосредственно воевали в войне, я думаю, что это очень полезное и нужное событие. Их в Татарстане более 38,5 тысяч. Ветераны войны, участники боевых действий, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла. К ним будет приковано все внимание в эти дни. На поддержку они могут рассчитывать в течение года. Скидки, льготы, материальные выплаты. Более подробно о привилегиях героев Победы Зарина Ахметова.
Ежемесячные выплаты из федеральных средств получают 4 категории граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших и умерших участников войны, несовершеннолетние узники концлагерей. Некоторым полагаются дополнительные суммы. Так, инвалиды и участники войны получают сверху 1000 рублей. И вдовам, а также военнослужащим, не входившим в состав действующей армии, военнослужащим, награжденными орденами и медалями СССР за службу, 500 рублей в месяц. С этого года отдельная категория граждан будет получать и дополнительную материальную помощь к 9 мая. С 2019 года вводится новая выплата. Она называться будет ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан к Дню Победы. Эта выплата касается непосредственно участников и тех, кто участвовал в боевых событиях, в партизанском движении, в антифашистском движении. В Республике Татарстан количество лиц, которые попадут под действие вот этой новой ежегодной денежной выплаты, 1481 человек. Предоставляется ветеранам 50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Помощь из республиканского бюджета получают труженики тыла. В этом году сумма ежемесячной выплаты 726 рублей. Также им полагается бесплатное зубо- и слухопротезирование. Для каждого ветерана обслуживание в больнице бесплатное и вне очереди. Ежегодно диспансеризация. Кто не может прийти самостоятельно, медосмотр на дому. По необходимости и лекарства сами привезут. Существует общеизвестный перечень федеральных льготников, куда входят те препараты, которые получают инвалиды в том числе. Это вся категория антибиотиков, например, аспирины есть. До 1 октября они могут выбрать либо обеспечение препаратами, либо денежном эквиваленте. Полагается ветеранам и льготный проездной для городского и пригородного транспорта. 50% скидка для проезда на водном транспорте пригородного сообщения. Полсуммы при покупке билета на поезд. В мае участники инвалиды войны и их сопровождающие получают право проехать в вагонах класса люкс, купе и СВ бесплатно. Зарина Ахметова, Сергей Хайдаров, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Это нужно не мертвым, это надо живым. Сегодня корреспонденты республиканских и казанских газет, журналов не верстали номер, а отправились на Новотатарское кладбище. В преддверии праздника Победы члены Союза журналистов провели здесь субботник и вспоминали своих коллег, которые в годы войны воевали не только словом и пером, но и с оружием в руках. Если говорить современным языком, это был очень сильный, талантливый и креативный руководитель. Так про Асию Хасанову отзываются бывшие коллеги. Она возглавила журнал «Азат Хатын», ныне Сюмбике, сразу после Великой Отечественной войны. Самое сложное для страны время. Она писала о женщинах-героях и детях войны. Они были частые гости в редакции. Недавно я в архивах редакции обнаружила фотографию, на которой запечатлен момент встречи коллектива с летчицей, героем Магубай Суртлановой. То есть она не только писала об этом, она старалась создать, что ли, для коллектива, чтобы они вживую пообщались с этими героями. А здесь покоится легенда татарской прессы Шамси Хамматов. Он стоял у руля Союза журналистов почти четверть века. По словам коллег, именно благодаря его трудам сохранилась память о Мусе Джалиле. И настолько раскрыл он личность Мусы Джалиля, и когда читаешь вот эти книги его, тогда понимаешь, что именно служение журналистики, служение публицистики привел к этому легендарному подвигу, который он совершил во время войны. Многие из захороненных на кладбище известные личности. Они ковали победу, совершали подвиги или писали о них. Татарское кладбище – место упокоения Салеха Сайдашева, Тази Гизата, Кави Наджми и многих других. Здесь что не надгробие, то история. Ну, вы знаете, слово иногда страшнее пистолета, и слово иногда сильнее автомата. Поэтому, безусловно, роль слова в победе, она велика, роль духа в победе велика. А журналист – это такая профессия, которая может и должен заражать всех энергией слова, энергией духа. Поэтому роль журналистов в Великой Отечественной войне, я считаю, она сравнима с ролью и снарядов, и пушек. Сейчас их могил чаще навещают не родственники, а коллеги. Вот и в преддверии праздника они пришли, чтобы убраться. По словам участников субботника, это не разовая акция. В мае также планируется генеральная уборка на могилах журналистов на Арском и Сухарецком кладбищах. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Чистота Волги и питьевой воды, сохранение зеленых насаждений и обращение с ТБО. Тема экологии стала сегодня главной на дебатах партии «Единая Россия». Сейчас по всей республике идет подготовка к праймерис. Кандидаты в кандидаты выступают перед будущими избирателями. Предварительное голосование 26 мая. О чем еще говорили с трибуны сегодня, расскажет Зарина Ахметова.
За 60 минут мы завершим. Перед началом краткий инструктаж. Для дебатов это стандартный сценарий. Кандидатов сегодня 4. Это 2 министра, руководитель Госкомитета и заместитель директора одного из крупнейших предприятий республики. Каждый предлагает свое видение решения проблем экологии. Определяющим социальное благополучие региона, качество жизни его населения является не только уровень доходов населения, но и состояние окружающей среды. Сфера деятельности Руслана Гизатуллина – энергетика. Начинал со слесаря, а сейчас управляет информационными технологиями промышленного гиганта. Учитывая, что группа компании «Таиф» все последние годы ведет очень такую сбалансированную экологическую политику, и мы наблюдаем несколько моментов, которые очень важно донести до избирателей. Я думаю, что мне есть о чем поделиться и о чем поговорить со своими коллегами. А это организация работы по обращению с ТКО и чистота питьевой воды и состояние водных объектов, в том числе Волги. В рамках оздоровления Волги сформированы и будут реализовываться ряд проектов, которые связаны с очистными сооружениями. 2 минуты на выступление, 2 минуты на ответ. Вопросов немало. Как вы считаете, вот эта тенденция как-то может помочь в деле сохранения окружающей среды? Поставленная задача федеральным законом о экологии, о обеспечении постоянного мониторинга объектов первой категории опасности, с тем, чтобы в режиме онлайн получать реальную картину загрязнения. Узнать, о чем говорят на дебатах, можно и через телефон. Онлайн-трансляция ведется на официальный сайт предварительного голосования. Там же и все основные темы – благополучие семьи, проблемы села, культура и многое другое. По каждой из них у кандидатов свое решение. Зарина Ахметова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани стартовал гала-концерт ежегодного республиканского фестиваля «Студенческая весна-2019». Вокал, хореография, видеоклипы, оригинальный жанр. На сцене студенты выступают в самых разных и часто экспериментальных формах. В эти минуты в концертном зале «Уникс» работает наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сергей, здравствуй. Расскажи, чем талантлива татарстанская молодежь? Да, привет, Алексей. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь в КСК КФУ «Уникс», где уже стартовала, пожалуй, главная студенческое событие этой весны. Республиканская студенческая весна 2019. И, признаюсь тебе честно, я будто бы на машине времени переместился на лет 5 назад и снова стал беззаботным студентом. Такая прекрасная здесь царит атмосфера. И, как вы, наверное, уже успели заметить, прямо сейчас нам удалось пробраться в самое сердце, за кулисы этого фестиваля. И здесь просто все искрит от напряжения. Нервы зашкаливают, уровень волнения просто зашкаливает у участников. Это, конечно же, видно. Мы можем оглянуться прямо сейчас, посмотреть. Кто-то репетирует, кто-то занимается своими делами, кто-то отвлекается с помощью телефона. В общем, делают все, чтобы увереннее смотреться на сцене. Прямо сейчас давайте посмотрим короткий отрывок из выступления ребят, самых талантливых ребят Татарстана. Ну и послушаем, что же нам сказали участники концерта до его начала. Себя пробуем в новом направлении для нас. Мы не только моду показываем, но в этот момент еще и поем. Так что да, волнительно достаточно будет. Я танцами никогда не занимался, но это доставляет мне реальное удовольствие. Да, ну что ж, отмечу сразу, что на сегодняшнем гала-концерте «Студенческая весна» для этих ребят не закончится точно. Возможно, она только начинается, потому что лучшие из лучших поедут в город Пермь, где стартует уже Всероссийская студенческая весна 2019. И отмечу сразу, все предыдущие года наши республиканские студенты из нашей республики занимали призовые места на Всероссийском фестивале. И есть все предпосылки думать, что этот год точно не станет исключением. Пожелаем им удачи. Пока у меня на этом все. Алексей, я с удовольствием передаю слово тебе. Спасибо, Сергей. Это было включение из «Уникса», где буйствует студенческая весна. На этом у нас все. Далее о погоде. И до встречи в 21:30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Не смогли поддержать победный настрой женской команды. Клуб по хоккею на траве «Динамо Казань» уступил в финальном матче Кубка России подмосковной «Динамо Электростали». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3-2. Третье место досталось азовской Тане. После завершения финальной игры состоялась церемония награждения. Лучшим защитником признали игрока «Динамо Казани» Семена Матковского. Напомним, что среди девушек победителем Кубка и Суперкубка по хоккею на траве стал казанский клуб «Динамо Гипрония Авиапром».
Соперник нас перебежал гораздо. Вот. А так, что еще? Установку не выполнил, никак не получилось выполнить. 21 медаль с чемпионата Европы. Именно такой результат показала татарстанская сборная по ушу на международном турнире в Москве. Копилку сборной наши ребята пополнили 4 золотыми, 6 серебряными и 11 бронзовыми наградами. Республиканская команда одна из лучших в мире по этому направлению. Вот и на чемпионате и первенстве Европы на высшую ступень смогли подняться Михаил Минаков, Артем Белов, Наргиза Валеева и Диербек Дуйшабоев. У нас следующие старты. Чемпионат мира по кунг-фу. И в завершении к новостям бадминтона татарстанские спортсмены завоевали 4 медали на домашнем Кубке России. Победительницей женского одиночного разряда стала казанская бадминтонистка Евгения Косецкая. Серебро в копилку татарстанской сборной принесла Виктория Воробьева, выступающая в женском парном разряде. Обладателями бронзовых медалей стали Александр Василькин и Анастасия Редькина в смешанном парном разряде и Анатолий Ярцев в мужском парном разряде. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Жаркий антициклон принес в Татарстан повышение температурного фона и минимум осадков. Более подробнее о погоде после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, 8 мая на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, без осадков, 23 градуса выше нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также осадки не ожидаются, плюс 24. А вот на севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске местами возможны кратковременные дожди и 23 градуса со знаком плюс. Для северо-запада 8 мая будет малооблачным, но местами дождь, 25 градусов. На юго-западе без осадков около 23 градусов со знаком плюс. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность и плюс 23. В последующие дни сохранится такая же погода. Спонсор показа ООО «СМУ номер 12». Однушки и двушки в кирпичных домах с индивидуальным отоплением на берегу Волги от 57 тысяч за квадрат. ЖК «Приволжский». Загородная жизнь, не выезжая из города. Звоните 561 08 81. Вот смотри, вариант квартиры отличный, в экологически чистом зеленом районе. И где же вы такое найдете в городе? Пыль да газы кругом. Это за городом. Каждый день мотаться туда-сюда. Мама, 15 минут до центра, плюс индивидуальное отопление. Жилой комплекс «Приволжский» от 57 тысяч за квадрат. Загородная жизнь, не выезжая из города. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани ожидается малооблачная погода, дневные температуры плюс 25. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 60%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.